Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка и литературы. Сегодня мы начнем с вами изучать новый раздел, который называется «Хобби и свободное время». Давайте разберемся, что обозначает слово «хобби». Слово «хобби» в переводе от английского обозначает увлечение, любимое дело, то, чем человек любит заниматься в свободное время. В жизни нас постоянно окружают цифры, клавиатуры телефона или компьютера, номер дома, количество прочитанных страниц, прожитых лет, дней, оставшихся до долгожданных каникул. Каждую из этих цифр в русском языке обозначает особым словом – числительное. А как же оно образовано? Верно, от слова «число». Это уникальная часть речи. Все числительные можно назвать. Их чуть больше 50. Однако самыми употребительными являются числительные от 1 до 10. Сегодня на уроке мы изучим новую часть речи – имя числительное. Тема нашего урока – в мире чисел. Целью урока, который мы с вами должны достигнуть на сегодняшнем занятии, то есть мы должны определять основную мысль текста, опираясь на содержание текста, и использовать составные числительные в соответствующих формах. Имя числительное – самостоятельная часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок предметов при счете. Имена числительные отвечают на вопрос «сколько», «какой», «который». Имена числительные делятся на количественные и порядковые. Например, «сколько» – 7, 20, «какой», «который», 7, 20. Имена числительные изменяются по падежам, числам и родам. По своему составу имена числительные делятся на простые, на сложные, составные числительные. Например, простые – 6, 8, 100, 40. Сложные – 60, 80, 500, 900, 105, 62, 400, 31. Ребята, мы с вами прослушали правила об имени числительном, а теперь выполним задание 1. Внимательно посмотрите видеоматериал и определите основную мысль текста. Назовите имена числительные. Выдающийся деятель, просветитель, педагог Ибраил Тнзарин родился в 1841 году в Кустанайской области. Он основоположник казахского литературного языка, создатель казахского алфавита на основе русской графики. Ибраил Тнзарин – первый учитель, первый методист, переводчик русского языка. Благодаря ему казахский народ познакомился с произведениями русских писателей Толстого, Ушинского, Лермонтова, Пушкина. В 1860 году в 19 лет Ибраил Тнзарин открыл первую начальную школу для казахских детей. Он первым поднял вопрос об организации женского образования в Казахстане. И при его поддержке была открыта в 1891 году первая школа для девочек в городе Тургай. Он прожил всего лишь 48 лет, и за этот период он внес огромный вклад в образование, в будущее казахских детей.
За свою короткую жизнь он открыл 14 образовательных школ. Школьный звонок он впервые прозвенел в степи благодаря учителю Алтынсарину, как призыв к всеобщему образованию. Уважаемые ученики, вот вы просмотрели видеоматериал. Вопрос: какая основная мысль прослушанного текста? Правильно, это текст о жизни и деятельности великого ученого, первого учителя Казахстана Ыбырай Алтынсарина. Обратите внимание на дату рождения Алтынсарина – 1841 год. В этом году вся наша страна отмечает 180-летний юбилей великого педагога. А какие числительные вы встретили в тексте? Верно. 1841, 1860, 19, 1891, 48, 14. Переходим к заданию второму. Запиши числа словами по образцу. Здесь у вас даны числительные. Вам нужно их написать словами. Давайте проверим себя. Задание 3. Составь синквейн к слову «число». При составлении синквейна вспомни схему написания. Первая строка – тема, вторая строка – 2 прилагательных, третья строка – 3 глагола, четвертая строка – предложение, пятая строка – синоним. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы узнали интересные факты из биографии Ыбырая Алтынсарина, определили основную мысль текста, познакомились с именем числительным и научились использовать в речи составные имена числительные. Домашнее задание. Напиши автобиографию или сообщение на тему «Мое хобби». Используй имена числительные. В завершении урока проведем рефлексию. Напиши в тетради подходящую к твоему состоянию фразу. До новых встреч, дорогие ребята!